На протяжении 4 лет Лидия Салтукиева борется с болезнью. И все это время ее поддерживают врачи онкодиспансера в Плиево. Родственники предлагали ей обратиться в другие медучреждения, но пациентка уверена, именно здесь ей оказывают самую эффективную помощь и менять ничего не желает. Операцию мне делали в хирургическом отделении. Все было замечательно. Врачи очень отзывчивые, добросовестные, замечательно. И вот химию проходим в химиотерапии. В дневном стационаре иногда бываем. Нельзя запускать эту болезнь. Надо сразу обращаться к врачам и не бояться. Рак легких – болезнь, которая чаще поражает мужчин, во многом из-за образа жизни и вредных профессий. Он бывает центральным и периферическим. Основная проблема – слабая выраженность симптомов на ранних этапах. Тревожными звоночками служат уже более серьезные признаки – кашель с кровью, отдышка и сдавливание бронхов. Проблемой нашего региона является поздняя диагностика, так как многие просто не обращаются к врачам. Вот болеют, пьют какие-то таблетки и все таким образом. А полное обследование не делают, не обращаются, не ходят. А потом, когда уже человек спохватится, бывает поздно. Риск возникновения рака легких зависит от многих причин. Если генетику изменить человек не в силах, то контролировать уровень стресса необходимо. Врачи предупреждают, длительное нервное напряжение может стать крючком для развития болезни. Если брать среднюю клетку, она делится 1,5–2 месяца. Если у человека есть как-то он на диспансеризации, что-то как-то заболело, он пошел обследоваться, нашел какое-то образование, то в этом случае врач должен ему рекомендовать контрольное обследование. Если это добро, обычно мы говорим полгода, год один раз. Если это злокачественный процесс, когда мы, допустим, оперируем пациента, у нас есть стандарт. Каждые 3 месяца, первый год мы направляем его на обследование, анализы обследования для того, чтобы понять, не было рецидива, не было прогрессивного заболевания. При доброкачественном образовании в год один раз контрольное, будь то это рентген, будь то это УЗИ, будь то это КТ. Конечно, если говорить про именно рак легкого, это рентген и КТ. Информативнее более, конечно, КТ. Специалисты призывают ответственно относиться к своему здоровью. Регулярные осмотры и оперативное обращение за консультацией помогут предотвратить серьезные проблемы. Сейчас люди немножко хотя бы начали двигаться, обследоваться, заботиться о своем здоровье, но не в том же количестве, которое нам хотелось бы. Потому что очень часто бывает, по статистике, примерно возьмите 10%, из них, если 2–3 мы сможем прооперировать на раннем стадии, это будет хорошо, это уже хорошо. Что в идеале это должно быть наоборот. Если 1–2 мы сможем, допустим, скажем, мы не можем их прооперировать, потому что процесс распространенный. Остальных 7–8 мы сможем прооперировать. В идеале должно было быть так, конечно. Но, к сожалению, картина другая. Они приходят тогда, когда уже все очень плохо, и мы не можем хирургически им помочь. За текущий период года в республике зарегистрировано почти 400 случаев злокачественных образований в легких. Хирургическое лечение получили 13 пациентов. Практически 300 человек проходят курс химиотерапии и еще 10 – лучевую терапию. Мадина Богатырева, Султан Магушков, Магаз 24.